Всем привет! У нас сегодня в гостях Василий Матенов, основатель фонда Asian of Russia. Вот. И первый вопрос, Василий, который бы я тебе хотела на самом деле сегодня задать, это вопрос о том, что вот мы последний раз, последние дни, сразу же после Нового года увидели значит, в российских пабликах. Это рождение первых российских детей в крупных российских городах. И волна этого хайпа, да, хейта, да, волна ненависти к нам, представителям, жителям национальных республик. Вот. Твое, пожалуйста, мнение по этому поводу. Что вообще происходит? Как мы докатились? Когда Раиса, вообще? привет. Что это такое? Мгм. Привет. Привет, Раиса. Ага. Ну, на самом деле это происходит каждый год же. Вот такая картина, когда где-то рождается, да, первые там числа 1 января, как бы представитель не вот, титульной нации, да, и этот хейт, он каждый год. То есть это картина, которая повторяется каждый год, понимаешь? Если на следующий год опять произойдет такая ситуация, да, мы опять это выложим, опять поднимется как бы вот этот хейт, да, там туда-сюда, потом начнется то все это обсуждение, потом опять все это забудется, потом опять все это опять через год еще всплывет. То есть, ну, это, понимаешь, для нас это жизнь, то есть мы этим живем, да, мы это каждый день видим, мы это каждый день испытываем, и для нас это как сказать, не то чтобы, ну, повседневность, да, ты же сама прекрасно знаешь, что если пройтись там по интернете, да, сколько там будет комментариев Да. российских, там просто весь интернет русскоязычный, он просто забит полностью, там под любой новостью, там, ну, где будут не русский какой-нибудь, да, там, Мгм. герой как бы новости, да, любой, даже позитивный, то есть там будет куча российских комментариев, ну, это, да, и просто любую бери и выкладывай как бы у себя на странице, да, и опять начнет там обсуждение, там, да, как бы начнут говорить там титульные, из титульной нации, они начнут говорить, да как так, у нас такого нету, да, там, о, начнут там удивляться. Да есть такое, ну, что умалчивать, ну, сколько можно умалчивать, да, сколько можно от этого как бы скрывать, ну, все это скрывать и говорить, что, ну, у нас все хорошо, у нас все прекрасно. Да ничего прекрасного у нас нет. У нас там, блин, и Мгм. шовинизм, и ксенофобия, и расизм, и все подряд. Мгм. Что мы? Ну, ты говоришь, забудется. Мы не должны об этом забывать в течение, там вот, не только вот сразу после новости, да, написали, повозмущались и забыли. А что нужно делать? Нужно каждый раз подогревать публику, Да, мы-то, говорить об видишь, этом все время. мы-то не забываем об этом, мы в этим живем, Мы мы этим этим живем, живем. да, Я абсолютно, да. думаю, что забудут вот русские, да, они сейчас как бы все это там раскрутили, да, как так, ну, есть, я понимаю, есть понимающие, да, вот русские, да, которые понимают, что так не должно быть. И они сейчас раскрутили все, как бы, да, и говорят вот так и так, то есть, ну, удивляются, да, там, о, как у нас такое может И быть. вообще, на самом деле, их же много, или нет? Да, ты имеешь в виду понимающих-то? Да. Не хочу Ну, называть их есть. хорошими русскими, потому что у словосочетания Честными. хороший Мы, русский и мы, плохой мы, мы оттенок. придумали же такую формулировку, кстати, Бакар Ага. придумал, и называть их не хорошими русскими, потому что хорошие русские уже как-то звучит ну, не так. А мы придумали называть таких русских, которые действительно, которые понимают, да, есть такие, да, есть там и в антивоенных движениях. Мы придумали их называть честные. То есть они Честные. честные, да, честные русские, да. То Не, есть ну они подожди, говорят, как ну нацисты да, тоже и честные, очень честно высказывают свою позицию. нет, человек, который ну, хочет сказать честно, да, то есть он не будет скрывать, да, там что-то юлить, говорить, да нет, у нас там все прекрасно, да. Ну скажи ты честно, как есть, что у нас это есть, да, у нас есть расизм, у нас есть ксенофобия, там есть там шовинизм, ну все есть, это все прекрасно, у нас там цветет и пахнет в нашей стране, то есть, ну, скажи ты будь честен, ну будь честен, да, вот хотя бы перед самим собой. А то начинают говорить, ну, да у нас там все прекрасно, да, зачем вы эту тему поднимаете, да, пятое, десятое, Мгм. такие. Ну, сомнительно, конечно, с твоей точки зрения, но
ладно. Хорошо, что вообще просто об этом мы говорим. Ты знаешь, вот у меня, я не знаю, может быть, это чисто мое такое ощущение, да, у меня в последнее время такое ощущение, что антивоенная, вот эта волна антивоенная, да, она как-то вот немножко пошла на спад. Нет у тебя такого ощущения, что вот мы на подъеме были, когда была мобилизация, и мы опять ждем этой мобилизации, чтобы снова нам как-то активизироваться? Или нам просто нужно всем передохнуть немножко? М. Я на эту тему общался буквально вчера, знаешь, с кем? С белорусскими, вот с белорусской организацией, там есть такая Евро-Беларусь, по-моему, или как называется, ну, крупная эта организация. И Мгм. человек, вот, который стоит за этой организацией, мы с ним разговаривали, кстати, на эту тему, и он, знаешь, еще, ну, что посоветовал нам вообще, да, всем, как вот национальным движением, он посоветовал не рассматривать это как спринт, да, вот нашу деятельность. Мы сейчас, мы все вот беремся за все, да, делаем все, и у нас как будто такой спринт, знаешь, чтобы, он говорит, вы, говорит, ну, сразу настраивайтесь, что у вас не спринт, а у вас, как он называется, когда Марафон. марафон. Да, у вас марафон, у вас будет марафон, даже если война закончится, да, даже если там, ну, вы все равно будете чем-то заниматься. То есть он говорит, что вам надо сейчас на это настраиваться, и вам надо прорабатывать какую-то стратегию, да, и какие-то вот планирования делать, вот это все. То есть, ну, вот, и вам лично я хочу посоветовать то же самое. Ну, не надо рассматривать как спринт, да, там, э, делаем как бы свою работу и все. Мгм. Все, что можем. Мне кажется, мы не можем прыгнуть выше головы, понимаешь? Мгм. Ну да. Мы делаем, вот все делают все, кто что может, да. У нас нету каких-то больших там финансовых вливаний, да, как вот эти пропагандисты говорят, там, вот 20 миллионов. Ну, ни одной организации нету таких денег. Это смеяться, ё-моё. Ясно. Да, и я понимаю, что у пропагандистов, да, которых там покупает это, российская власть, у них там денег немерено. Знаешь, сколько туда денег вкачивается? Но мы не имеем таких ресурсов, нет возможности. У нас все, кто сейчас люди, которые вот национальных антивоенных движений, ты же сама прекрасно знаешь, это люди, которые просто, блин, с 3 копейками сидят, да, там и работают на свою как бы, повседневную работу, да, ежедневную, а приходят домой, что-то делают, ну, это просто вот чисто вот люди, которые идейные, да, вот им надо это делать. Даже если денег нету, надо делать, да. А, Я а, сейчас мы все ждем с замиранием сердца, с ужасом, что дальше российская власть там придумает, да? Будет ли это всеобщая мобилизация, никто не знает, все в догадках. Все прямо жадно читают эти российские новости и пытаются оттуда что-то как бы выудить информацию и понять, что они хотят. То говорят, значит, не будет мобилизации, нам хватает Ну, людей. То говорят, будет мобилизация, сейчас надо, тут Гиркин говорит, значит, всех нужно мобилизировать, мобилизовать, полную, да, объявить. И, в общем, мы сидим все с замиранием сердца ждем. Как ты думаешь, что будет вообще на самом деле и примерно, если ты можешь сказать по срокам, ты ну, же с людьми общаешься? ну, мы, знаешь, как можем сейчас прикинуть, да, то есть, когда начиналась вот эта первая волна мобилизации, да, люди как бы тоже не верили, да, говорили, зачем Мгм. нужна эта мобилизация, да, у нас там огромная как бы армия, да, огромный ресурс, да, зачем мобилизация, но люди, которые знали, что она будет, да, они говорили, она будет, понимаешь? Сейчас как бы то же самое, да. Люди, которые там ну, что-то больше знают, чем мы, они говорят, ну, будет мобилизация, да, то есть будет и закрытием границ там, и так далее. То есть поэтому у нас такое государство, то есть надо нам готовиться ко всему. И я до 90% уверен, что будет мобилизация. Будет. То есть мы точно сейчас не можем сказать, сколько там без вести пропавших, да, и сколько погибших. Ты же видела эти фотографии, где Да. просто поля просто завалены трупами. Ну, это же, блин, они там решили
просто закидать как бы, Украину этими трупами, да, там, и я не знаю. Чем больше трупов, тем для них, мне кажется, у них такая политика, ну, то есть, тем лучше. Ага. Сейчас же тем более а, план же повысили, да, по срочникам. У нас в Якутии, между Да, да, прочим, да. у нас в Якутии провалилось вот это вот набор этих срочников, потому что все срочники срочно, срочно выехали только в другую сторону Казахстана, а в сторону Казахстана поехали срочно. Вот, не смогли набрать, но сейчас повысили, по-моему, эту планку по количеству и срочников, и я не знаю. Да, скорее всего. Ну, я, конечно, тоже, я с тобой согласна, что мобилизация будет. Ну, как бы она и не Там же, заканчивалась. да, там, это же не подписал же плешивый документ, что она закончилась. Он просто как бы сказал, да, и никаких документов он не подписывал. То есть фактически она сейчас до сих пор идет. Да, фактически она идет. Просто проблема в том, что как бы есть слухи такие, ну, люди, даже слухи, да, а люди, которые вроде бы как бы знают больше, да, в разведке там и так далее, они говорят, что будет с закрытием границ. Вот это проблема. То есть уже как будут границы закрыты, да, и как спасать как бы, людей. Ну, я так Это было полагаю, проще. когда вот была мобилизация, они прям сидели и смотрели, куда люди идут, да, через какие щели, значит, где там щели в российских границах, да, с другими странами. Это Казахстан, да, вот это Монголия, кто еще куда поехал? Поехали в Мексику и поехали, наверное, куда-то в Грузия, Грузия, да, да, Кыргызстан, Армения. Армения. Я думаю, что просто на этих постах таможенных они, наверное, просто будут людей заворачивать. Они как бы не закроют, да, их совсем, а просто они будут знать, что люди через эти вот страны выезжают. И просто будут сидеть там пограничники и всех мужчин призывного возраста будет отправлять домой. Не будет им разрешать им выезд. Скорее всего, может быть, так будет, потому что если конкретно, вот мне кажется, такого просто конкретного закрытия границ не будет. А таким образом они не будут давать мужикам выезжать. Ага. Мы-то должны со своей стороны не только говорить о том, что плохо, что мы просто воюем, да, ну как бы, да. С одной стороны, понятно, что мы должны сохранять свой народ. Это все понятно, и мы должны это делать. Но мы должны попытаться сохранить еще и тот народ, понимаешь, с той стороны. Мы же вообще, Какой народ как сказать, ты имеешь в виду? украинский, понимаешь? И мы должны своим Это спор, объяснить. я могу с тобой поспорить, понимаешь, Подожди, в я том не, плане, до- не, что... не договорила. Мы должны своим объяснить. Не ходите туда. Там тоже люди, не ходите туда. А если вы пойдете, раз вы такие тупые бараны, вас там убьют. Мы не можем, у нас как бы, я прекрасно понимаю вот этот вот компромисс. Попытайся найти компромисс. Попытайся как-то мягко сказать человеку, чтобы, ну, пожалуйста, ну вот не ходи, да. Лучше уезжай, лучше убеги. Ну вот так можно сказать. И мы так и говорим. Но с другой стороны, мы же должны их... А он не пойдет, он точно не пойдет, если он поймет не просто того, что он лишится жизни, а когда он поймет, что там тоже люди, и война вообще это просто плохо, понимаешь? И нет войны в Украине, вот когда он сам, у него в голове сложится этот вот, да, хэштег «нет войне», вот тогда он и, может быть, вообще даже что-то сделает, а не просто убежит от мобилизации. Кто-то же говорил так хорошо, компромиссы нас догонят. Когда-нибудь. Вот эта вот позиция тоже мне не нравится. Я, конечно, за отделение, но я громко не скажу, потому что мы еще не готовы. А когда готов-то ты будешь? Ты никогда не будешь готов, если тебе об этом не говорить. Ты должен, тебя надо кинуть в это пекло, чтобы ты понял. А Не-не, готовить 400 лет я можно согласен, готовить к да, как бы, отделению смотри, людей. есть
вот я тебе сейчас... Смотри, есть такое исследование войн. То есть есть люди, которые исследовали, ну, специально исследуют войны, да. Это, короче, мы были на таком мероприятии, где рассказывали, как прорабатывать антивоенную стратегию. Да? То есть, и там была девушка, Мария Середа. И вот она рассказывала такое, ну, она как бы нас, типа, один день был вот именно посвященный тому, как вообще, из-за чего там война, да, как делать так, чтобы война быстрее становилась там и так далее. Понимаешь, мы не можем остановить войну, но дело в том, что мы можем приблизить, то есть уменьшить время, когда ее остановит, допустим, та же власть, да. И по исследованиям, допустим, всех войн, государство прекращает войну, когда, допустим, я уже точно не помню цифры, но когда, допустим, условно 50% населения, оно просто пассивно не поддерживает. Она не то, чтобы она кричит, да, там, что вот, давайте, там, активисты, да, нет, я имею в виду, они не поддерживают, но они делают это пассивно, понимаешь, они начинают, как бы, как сказать, перестают скидываться на всякие нужды, да, на армию, да, там, перестают как бы там свои там 13-ю зарплату отдавать, да, там, потом начинают как бы там втихаря все это, ну, делать это. И тогда государство, она видит, что сейчас уже скоро полыхнет, да, и они начинают это прекращать. Есть такое понятие, когда активисты начинают... Есть, короче, сейчас есть 4, я тебе помню, объяснял, не объяснял, есть 4 группы людей сейчас. Это кто активно поддерживает войну, да, активные сторонники войны. Есть пассивные сторонники войны, то есть они поддерживают, но они об этом не говорят. Есть пассивные противники войны, кто не поддерживает, но они молчат. И есть активные противники войны. Это, ну, это такие, как мы, да, вот, которые говорим, да, что не надо там, активно. Есть большая, вот, как сказать, разница в этом, когда активисты, они пытаются вот людей переманить в активные, таких же, как мы, да, сделать из них активных противников войны. Но это на самом деле по исследованию это неправильно, потому что там процент перехода из тех групп вот в эту группу, он вообще мизерный, там 0,03, по-моему, процента. И когда ты перетекаешь, когда ты начинаешь людей заманивать в пассивных, то есть они, ну, допустим, есть вот эти активные, да, которые сторонники, есть пассивные сторонники. Когда они переходят в пассивных противников войны, там процент перехода у них очень огромный. Когда ты начинаешь работать с этой аудиторией, начинаешь постепенно как бы, ну, вколачивать, да, там, людей, там, ну, что объяснять им, да, туда-сюда, и они потихоньку начинают перетекать в пассивный. То есть они не становятся активистами, они просто не поддерживают его. И там уже большой процент, там уже по 40 или по 50%, если вот так, ну, люди начинают делать, да, активисты. А там уже по желанию вот из этих пассивных уже перейдут там, ну, уже мизерный процент в активисты, да, сами они уже перейдут. Но когда вот эти 50% они перетекут, тогда уже государство задумается, ну, стоит ли дальше вести войну, потому что там 50% населения, они уже недовольны. Да, ну, они не высказывают, ну, там, по каким-то своим, там, они пройдут соцопросы, да, там, какие-то анонимные, да, и посмотрят, скажут, блин, население не поддерживает. И они начнут Подожди, думать, как вот подожди, но это остановить. то, что он говорил, да, то, о чем мы говорили, мы же не хотели, я же не хотела, не призываю никого в активисты. Я говорю, просто откажитесь от этой войны, потому что война – это плохо. Люди должны это понять. И людям нужно говорить не только то, что генофонд наш уменьшится. Нас ждет просто огромная демографическая яма. Я даже не представляю там, что мы на выходе получим лет через сколько, 20, да? Что у нас вообще будет? Через 20 лет же это же нам аукнется, да? Где-то когда это поколение сейчас, которое должно рожать, да, не родит своих Мгм. детей, и через 20 лет у нас будет такая яма, кем мы ее будем заполнять? Тоже, да? Только я не помню, на чем мы остановились, честно говоря. Я что-то тоже не помню, но Ну, все на те же самые темы. комментировать там, ну, да.
Зашло ли антивоенное движение в тупик, я спрашивала тебя, да, в России. Ну, у нас-то вообще в Якутии как бы, я так смотрю по директу, да, по этому Фри Якутии, и вообще по телеграм-каналам разным. Люди собираются уезжать и уезжают активно, кстати. Ага. Благодаря нам тоже читают, говорят, спасибо Фри Якутии, если бы собрались, там же разные эти. Копцева у нас работает хорошо, адвокат, она уехала, юрист. Ага. И тоже читал Копцеву, спасибо ей, никакой паники, собрался спокойно и уехал. Или наоборот пишут, читал юристов, читал Фри Якутии, поменял место жительства, повестку не беру, дверь не открываю. В общем, работаю удаленно, все пока нормально. В общем, так, Ну, молодцы молодцы, люди. молодцы. Да, Да, да. молодцы люди. Вот ты знаешь, вслед за нашим разговором с большим, да, который вообще начался, когда было объявлен год деколонизации, да. Как ты для себя понимаешь, что такое деколонизация? Провокационные вопросы. Ну, ты же знаешь, что есть два термина деколонизации. Да, Деколонизация, то да. есть когда Теперь я знаю, что есть два независимое термина. государство в составе федерации и независимое государство в составе федерации. А есть деколонизация, когда государство полностью независимое ни в каком составе, ни в какой федерации. Да. Но, ну, я вообще думаю, что надо сперва как бы людям промыть мозги, да, чтобы вот это В всю вот хорошем, эту в хорошем, да? вот В хорошем да, смысле. в хорошем ключе, чтобы вот это избавиться от всего вот этого, что десятилетиями вот это все вбивалось в голову, да, там, народу. Это же на самом деле долгий процесс, да, сейчас это как это все это из людей выбивать обратно, это, блин, это, не знаю, это, я честно скажу, это очень долгий процесс, поэтому я тебе говорил, чтобы это не спринт, да, а марафон, то есть мы не можем сейчас сделать так, допустим, приехать в республику любую и сказать, да, там, все, да, там, давайте сейчас мы меняем правительство, да, там все будет хорошо, и все прекрасно, и все там туда-сюда. Нет, люди, они же... Ты понимаешь, сколько лет им, да, все это в голову вбивалось, вот это, знаешь, вся эта век, да, что мы вот такие великие, там, что мы вот сейчас там весь там Запад, там, сейчас все Веками. изогнем. Да, да. И сейчас как и выбивать это из людей, ну, блин, это очень большая, долгая работа, и, ну, поэтому у вас это тоже большая работа, я вам, конечно, не завидую. Да, Да, поэтому это, знаешь, вот я такое надо сравнение. поменять мышление, да. Мы сейчас объявили, да, вот эту деколонизацию, да, но мы же прекрасно понимаем, что сейчас не будет никакого, да, там люди сейчас, они же не скажут, там, посмотрели, там, о, национальное движение объявили год деколонизации, давай сейчас делимся, да, но не будет такого, да. Мы прекрасно должны понимать, что это большой труд, кропотливый. Сперва надо людей как бы все это вычистить из головы, да, потом как бы людям объяснить, что такое хорошо, что такое плохо, да, что демократия это хорошо, да, а то у нас там любят же говорить там, что демократия это вообще плохо, там ужасно, там они там все, короче, это на самом А деле. слово либерал в России приняло такой негативный оттенок, да? Хотя Типа, ты, как оскорбление, ты там либерал, да. оскорблением стало, Да. да. Ну, и Да. поэтому Слушай, вот, надо ну хорошо, ладно. деколонизировать сперва свой ум людям, а потом уже из этого что-то делать дальше. Ну, то есть пусть люди вот именно свою голову деколонизируют все там в голове, а потом уже будем смотреть, что делать с этим дальше, ну, к чему это все приведет. Я же говорю, ну, каждый народ, да, у меня такое мнение, должен прийти к чему-то сам. Да. Пусть это будет Мгм, независимость или что-то там, без разницы, что это будет, но даже народ должен прийти к этому сам. То есть мгм, мгм. имеет Слушай, а вот право такое. у меня вот тогда такой вопрос, да? Ты же сам родился в Советском Союзе. Да-да, я еще Ты пожил. родился, ты родился в Советском Союзе, и ты жил
там, где ассимиляция русская, она очень ярко себя как бы Да-да-да, есть такое. мощно, да, прошлась э, по вашему, скажем так, региону, да, по вашим территориям. Ты чувствовал себя вообще? Ты понимал, ты был имперцем? Сейчас я не говорю, сейчас тоже, скорее всего, нет, ты же переборол, наверное, а было в тебе? Знаешь, я не скажу, что я был имперцем, но честно Ну скажу, что хорошо, я... ты чувствовал величие России и свою принадлежность к этой великой Да, было стране? такое, было. Это было такое, ну, недолго промежуток времени, но я тебе точно скажу, что это было вот в начале правления, да, Путина. Потом уже там через пару лет уже, ну, я стал понимать, что что-то не то. Понимаешь, э, вот у людей, вот у нас, да, я не говорю за бурят, за всех, я сам с Иркутска, да, у нас это вообще острая тема, да, то есть мы живем в Иркутской области, мы чувствуем это по-другому. Допустим, как бурят живет, допустим, условно в Бурятии, да. Ты приезжаешь в Бурятию, как бурят, да, ты там просто вот расслабляешься, да, ты как будто приехал, вот, не знаю, блин, в свою какую-то, да, там, окунулся в свою какую-то сообщество. А когда ты выходишь в Иркутске, ты не можешь это почувствовать, да, ты всегда будешь чувствовать, что тебе, ну, надо всегда быть на чеку, да, что тебя могут там нагрубить, там, да, а когда ты ребенок, понимаешь, тебя могут вдвойне еще, ну, как бы, сделать плохо, потому что они знают, что ребенок сдачи не даст. Понимаешь? Мгм. И мы вот это все ну, через себя как бы пронесли, да, и у нас это на самом деле остро, да, любой как бы, скорее всего, любой иркутский бурят, он более радикальный, чем бурят, который вырос в Бурятии, потому что в Бурятии он никогда не сталкивался с национализмом, да, шовинизмом, да, там, а в Иркутске это постоянно, то есть и поэтому у нас более острая такая проблема вот, именно у иркутских бурятов. И у чеченских тоже такая проблема. Кстати, в Чите очень большой национализм был в 90-е годы. Там были и скинхеды, и кого там только не было. Там. Мгм. Поэтому вопрос-то в чем был? Что-то я потерял. Чувствовал ли ты себя имперцем? И как ты с этим боролся? Ну, у нас как? У нас же просто вот иркутский бурят, да, ты себя чувствуешь имперцем, а там выходишь ты там условно какой-нибудь там Ангарский, да, там это русский город, вот Иркутская область. У меня там все родственники мои живут, жили и живут. И ты выходишь там, я приезжаю к тете, выхожу в магазин, и тебе говорит какой-нибудь русский мужик, а тебе 7 лет, да, ты стоишь в магазине, и он тебе говорит, пошел отсюда, узкоглазый, там, что ты стал все в очередь, да, там. И у тебя сразу вся имперскость, у тебя там выпадает, тебя, там, Мгм. начинаешь ненавидеть это все. И потом это все у тебя на протяжении всей жизни. Ну, как бы. То есть я учился Мгм. до 11 класса в Иркутской области, да, и когда я приезжал в город, каждый раз это было что-то. Мгм. Мгм. Да, у нас это очень Понятно. острая проблема. Тебя сразу вышибает клином всю твою имперскость, когда ты начинаешь сталкиваться вот, со всем этим. Да, Но у вот меня-то так. был путь потяжелее, чем твой. Я-то, несмотря на то, что я по-якутски, по-русски вообще не говорила, да, там до какого-то определенного времени, возраста, я говорила только по-якутски, когда я приехала в город из деревни, и научилась говорить по-русски, была совершенно, как и говорила в детстве, я русская, а сестра моя якутка, а я русская. Потом у меня был детский сад русский, якутов практически не было, да, тогда в то время у нас за длинным рулем там на север ехали русские и украинцы, и белорусы. И, значит, потом у меня школа была русская, нас в школе 3 якута было, в классе 3 якута было, сидели на разных партах, в разных рядах среди русских. И потом у нас были, значит, потом у меня был университет, почему-то русский, ну, как бы понятно, логически же, да, вытекает русский язык, я изучала литературу и являюсь теперь по специальности учителем русского языка и литературы. Кошмар какой. Вот. Я, конечно, не скажу, что я там особо... э, Я тоже ощущала на себе всю эту э, нацистскую хрень, да, которая была, когда мне уже взрослые мне говорили, понаехали, якутня, Мгм. в городе Якутске.
Я Понаехали слышал эти якутня, да? истории, да, да. Вот, да. Это есть, и это надо вообще имперскость, да, в головах у а, 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 жителей национальных республик, у этнических саха, у этнических бурятов, я скорее всего полагаю, тоже есть, да, ощущение принадлежности своей большой к великой истории, к великой империи, да, это вот надо Мгм. как-то, и незнание абсолютно исторических вот этих фактов, как национальные республики входили в состав, какой кровью нам это удалось, да, желание. Не желание, Да, а потом жизнь в России, присоединение к России. Вот. И будем ли мы требовать референдума? а, можно затребовать референдум, но как мы делаем это технически? То есть, как мы сделаем это технически? Технически? То есть мы не можем данные собирать людей, то есть, да, люди будут бояться давать свои данные, как мы можем их Не-не-не, верифицировать? не проведение референдума, а потребовать, чтобы они разрешили провести референдум. Так, мне кажется, никто не даст. То есть, Надо немножко подождать, сейчас же, по-моему, чтобы законодательно, Россия по-моему, это сейчас развалилась. даже Референдумы я можно вот, проводить, нельзя проводить референдум на самоопределение. На выход из да. состава нельзя. Да, это незаконно. А в Крыму Законно. и на оккупированных территориях можно, Да, 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 там можно, да. можно. Об изменении территориальной, да, целостности и территории, да, там можно было, да, вот такой казус. А люди, кстати, между прочим, не понимают того, что законы вообще на самом деле не работают, во-первых, а во-вторых, если они работают, то они перевернуты, да? Да, работают законы, да, у нас такие, они работают так, как им выгодно. То есть Мгм, они берут любой закон, начинают его крутить, мутить и делают так, ну, как им, мгм, допустим, есть статья, да, которая введена для того, чтобы защитить вот, представителей нетитульной нации. Ты знаешь, есть статья, да, за разжигание там межнациональной розни, да, вот это, это уголовный по-моему, кодекс? ну, есть, да, если ты оскорбил, допустим, представителя какого-то, да, Мгм, там, этих народов или там меньшинства, да, тебе вот, русского человека предусмотрена на него статья, да. Они же как сделали? Они сейчас эту статью используют наоборот, как бы в отношении, ну, чтобы защитить русский как бы, народ, да. мгм, Ну, это же бред. То есть, если ты условно сейчас пойдешь и начнешь говорить, да, там, свои права качать, они тебе могут эту статью приписать, понимаешь? мгм, Ну. А хотя она мгм. должна работать наоборот, защищать тебя должна эта статья. Ну. Но я знаю прецеденты в Якутии еще в нулевых годах, когда наказывали, когда русских наказывали за проявление агрессии в отношении представителя Да, коренного населения. Было такое. У нас в Якутии точно было такое, несколько раз даже. да, эта статья для этого и водилась, да. А Да. сейчас эту статью могут использовать и используют в отношении как бы представителей наоборот, да. Ее сейчас Мгм, разворачивают. Помню. мгм. Вот этот, помнишь, случай был с, по-моему, азербайджанский комик, как его фамилию забыл, который оскорбил, пошутил насчет русских, когда они снимают квартиру. Потом на него еще нападали там, и Нет, на я не него видела. возбудили статью, вот эту, Мгм. За которая должна, разжигание наоборот, межнациональной да, розни. а он просто пошутил, да, он там какую-то шутку высказал. Эта статья его должна его защищать, блин, зачем вы на него эту статью вешаете? Ну, он бред, конечно. Мгм. Ты знаешь, у меня еще есть вопрос. Вот недавно у меня возникла, так скажем, переписка, да, в Инстаграм о том, что как можете вы говорить о деколонизации вообще, да, об имперскости русских, если вы сами говорите по-русски и не знаете своего родного языка. Вообще для меня это, Ну, конечно, это конечно, следствие, это вот
колонизации же, это все последствия колонизации. Почему мы говорим на русском? Да? Потому что нам запрещали говорить на своих языках. У нас, вот я не знаю точно, как по Якутии. В Якутии я точно знаю, мы поднимали эти вопросы много лет. Ну, то есть, когда, помнишь, когда в Якутии запрещали говорить, да, вот на якутском языке, а у нас Да. в Бурятии вообще как бы уничтожили письменность. Да? У нас была своя старомонгольская письменность, ее и как бы уничтожили, ввели латиницу, да, потом это же все. Я сейчас кириллицу, да. Извиняюсь, я это путаю. То есть, ну, это же все, то есть, как сказать, все последствия вот этой колонизации и что вот мы говорим сейчас по-русски, да. Мгм. Хотя могли бы говорить и условно на английском языке, да, почему нет? Или на своих, да, языках. А как ты думаешь, национальные республики вообще должны вводить, когда, к примеру, будет отделение, вводить свои родные языки национальные в статус государственных? Есть так, я почему спрашиваю, да? Есть такое мнение, мне, допустим, приводили в пример, что наиболее демократические страны вообще не имеют государственных языков. Они имеют, допустим, все языки считаются государственными, языки тех этносов, которые проживают на территории государства. Допустим, вот мне Австралию приводили в пример. Государственного языка нет. Если ты хочешь, чтобы твой ребенок учился на китайском, ты отдаешь его в китайскую школу. Если ты хочешь, чтобы твой ребенок учился на русском, говорил, ты отдаешь его в русскую школу. Ну, то есть они таким образом решили этот вопрос. Хотя, с другой стороны, на каком языке, интересно, у них дело производства государственное, да? Это, скорее всего, английский язык априори, да, Да, вообще не да. обсуждается, скорее всего. То же самое в Америке. Государственными языками признаны все те языки, этносы, которые носители языков проживают на Да, да, да. территории Соединенных Штатов Америки. Но вообще обучение проводится, например, на английском. Дело производства, все государственное, тоже ведется на английском языке. То есть юридически никак это не оформлено, а де-факто это английский язык. Как ты вообще к Да. этому относишься? Но смотри, у них же страны, как, у них же, да, они очень демократические вот страны, да, там любой гражданин, он защищен законом, да, то есть, условно, там их, допустим, здесь какой-то этнос, их 10 человек, да, там, он может прийти в суд и сказать, вот, дайте мне переводчика, да, хотя их будет там всего 10 человек, да, они ему дадут переводчика, и они могут перевести как бы и документы, да, на его язык, то есть, и человек не будет испытывать каких-то проблем, да, трудностей. Мгм. Но и я считаю, честно, я не задумывался над этим вопросом, Ну, но государственный язык должен быть язык, национальный язык. Допустим, у нас в Польше здесь, вот где я живу, государственный язык польский. Вот. Но тем да, не менее, все говорят там, и по-польски говорят, ну, практически все, да, все, кто приезжает, все, кто хочет ассимилироваться там, ну, да, войти в общество, нормально жить. Все говорят по-польски, и все говорят по-английски. Молодое смотри, поколение, все говорят по-английски. То же самое в немцах. Немцы говорят на немецком, французы говорят на французском. да, я тебе сейчас честно скажу, да, ну, Австралия или США, да, если... Давай представим, что завтра, допустим, Якутия стала независимой, да, чтобы дойти до уровня там Австралии и США, да, до их как бы уровня демократической вот этой, да, ценности, да, там, это надо проделать очень большой как бы, объем работы, и как американцы Много 100 лет. лет к этому шли, да. Да, а мы сейчас хотим сразу, да, как бы сказать, вот давайте будем вот так. И это же тоже, как сказать, ну, я могу сказать, и исходить из того же, ну, какое у меня мнение по отношению к национальным республикам, да, и к коренным народам. У нас свой путь, у австралийцев свой путь, у американцев свой путь. Мы сами должны прийти к чему-то, да.
у нас есть свой государственный язык, условно, да, но мы можем взять оттуда тоже что-то хорошее, да, из демократических как бы стран, и, да, пусть будет государственный язык. У нас своя история, да, у нас мы хотим сейчас возродить, да, нам надо возродить этот государственный язык. Если мы сейчас условно делаем в Бурятии такое, да, скажем, вот нету государственного языка, там изучайте какой хотите, да, но 100% язык вымрет просто, да, понимаешь? Ну, придет к этому, ну, там за пару лет он просто там исчезнет, все, что сейчас и происходит, да. Поэтому у нас свой путь, да, мы можем прийти условно, не знаю. Нет, честно, я так не считаю. Я считаю, что должен быть государственный язык. Я был в Грузии, я видел, как у них же был, вот они прошли этот путь, да, то есть у них был как бы путь, когда у них язык исчезал свой, да. Алло, алло, пропадаешь? Алло, алло. Василий И, пропал. ну, как жить, да, ну, со своим. Алло, алло, Василий. Пропадаешь, пропадаешь. Ага. Вот сейчас нормально вроде. Мгм. Нет, я считаю, что, ну, у нас свой путь. Ты Может быть, говорил мы про придем, Грузию. Ты говорил да, про Грузию. в Грузии, я говорю, да, они же не делают, они хотят жить не как, как демократические страны, да, но они не хотят сейчас прям взять оттуда все хорошее, да, и сказать, давайте сейчас мы так сделаем. В Грузии будет там все, кто хочет, какой язык изучать, да. Нет, они просто убрали русский язык из школьной программы, и у них вся школьная программа начала преподаваться на грузинском языке, да. Через 15 лет выросло поколение, которое молодежь, которая не говорит на русском языке, то есть они возродили свой язык, да, надо сперва возродить свой язык, вот, чтобы был, ну, максимально, да, он, чтобы на нем могли там, э, у нас же какая еще проблема, смотри, у нас языки, они бытовые, да, то есть, вот, допустим, как ты на своем языке, да, допустим, сеть там, каждую там медицинский какой-нибудь там термин, ты как его назовешь? Ты не сможешь на своем языке, да, это же еще надо развивать, как бы, да, чтобы это какое-то прошло. Давайте сперва как бы свои языки доведем до, условно, там, до какой-то, да, стадии развития, а потом уже будем думать, да, как это все дальше, да, пойдет. Мгм. Нет, я не считаю так. Я считаю, что должен быть государственный язык, но если ребенок хочет изучать условно язык любой, да, язык хочет изучать, ну, чтобы у него была такая возможность, да, Мгм. там, Мгм. КМНС, пусть не изучает свой язык. И должна быть еще, ну, у каждого, вот, как бы, надо вот тоже вот этот, мы, конечно, сейчас мечтаем, но если вдруг, допустим, Якутия станет независимой, надо учитывать все языки КМНС, да, то есть чтобы была возможность у них тоже изучать эти языки, чтобы они, эти языки тоже не потерялись и не ассимилировались, как бы, да, У них с должны быть школы, и у них якутским. должны быть книги, и у них Да, должны все это, быть да, все учителя, это. которые, да, будут учить детей на их родных языках. Абсолютно верно, да, я с тобой согласна. Я с тобой согласна. Значит, еще вот такой вопрос. Сейчас работает ли сейчас работаете ли вы по релокации людей? Сейчас мы ждем, я смотрю тоже, да, у нас, ты видел, да, вчера, позавчера в сторис шли, как люди рассказывают о том, как они уезжают. Мы специально взяли эту тему, да, для того, чтобы те, кто сейчас остается в республике, кто имеет возможность выехать, потому что мобилизация сейчас будет новая волна, да, Мгм. они не боялись и ехали. Да, несмотря на то, что у них мало денег, несмотря на то, что они не знают языка, несмотря на то, что они вообще просто никогда не выезжали и боятся, да, чтобы они собирались, если они не могут остаться в республике, бояться, а чтобы они брали и выезжали. Не все так страшно. А Да. вы как-то работаете? Твой фонд как-то Ну, работает в этом у нас же был направлении? изначально вот этот чат в Телеграме, да, Азиаты России, иммиграция.
Да, Он кстати, потом, кто-то из тех, кто писал в директ, да, чью историю мы ставили, они писали: спасибо большое Азиатам России, у них хорошие да, да, он в этот телеграм-канал или... чат был, существовал, он там уже года два-три. Там люди ну, могли как бы скооперироваться или там помочь друг другу. Потом, когда началась мобилизация, просто ну, там очень большой поток уже пошел людей, и я просто разделил его на 4 части, да, ну, основные. Как бы. Потом еще там тоже активисты, они добавили свои, да, кто-то по Алтаю там добавил, кого-то по Агинскому округу, девушку там тоже добавила. Ну, и эти чаты, они и живут как бы своей жизнью, и, ну, и люди там тоже кооперируются. Я туда вообще не захожу, там админы, я их поставил админов из национальных регионов, ну, допустим, из Якутии и Саха, да, там, Мгм, Бурятии, как бы, там ряд сидят, ну, и мгм, они там сами себе чаты живут. И плюс мы же 24 февраля очень много помогли ну, выехать активистам именно, когда мгм, начался этот, еще до мобилизации, это когда вот весной там, ну, мы через организации помогали и сами помогали. И сейчас помогаем. И сейчас сарафанное радио такое, что ну, как бы люди знают, что мы можем, у нас есть возможности. Да, у нас есть связи, есть возможности, мы можем кого-то где-то пристроить, какой-то шелтер попросить, да, условно мгм, там, чтобы купили билеты какие-нибудь организации, да, то есть, ну, у нас это не прекращается, как бы, ну и мы этим занимаемся. мгм, И мгм. занимались еще до этого. Да, до Заниматься еще мобилизации. будете. И заниматься еще будете, да? Ну, давай я в описании к видео поставлю а, ссылку на ваш Телеграм, да, у вас Телеграм-канал, где они все собираются? Те, кто хочет уехать и уже уехал. Ну, да, можно не ставить, там, в принципе, его все знают, эти Все чаты знают, там. да? Ну, хорошо, ага, хорошо. Людей очень много, все равно едут, да? Это, как ты думаешь, это правильно? Я вот тоже на эту тему думала. Все же не уедут, во-первых. Не у всех есть возможность уехать. И вообще правильно ли выезжать? А кто останется? Другой вопрос, кто останется в республиках? Кто будет... Знаешь, Смотри, давай я если... закончу. Подожди, я закончу. Дело в том, что у нас в республике настолько суровая жизнь, что когда человек приезжает даже в тот же самый Казахстан, он видит климат мягче, да, значит, никакие, ну, даже на таком бытовом уровне, никакие бренды не ушли. Бренды есть, да. Можно пойти себе Да, да, за да. руку купить, к примеру, да, совершенно спокойно одежду. Люди хорошо относятся, поскольку считают, говорят, очень много я слышала, что казахи очень хорошо встречают азиатов российских. Говорят, вы наши братья, ну, как бы, да. Вот, люди хорошо относятся. В общем, все спокойно, нет этого мандража. Можно, в принципе, еще и говорить. Есть возможность у некоторых. Открыто. Некоторые перестают Да. бояться, да? Кто останется и кто будет вообще потом строить? Они же захотят остаться, уехать и никогда не вернуться. Вот в чем, понимаешь, мой вопрос. Да, есть такие мысли, но я не знаю, я могу судить по себе. Да, я не знаю, как остальные, но я всегда хочу жить дома. Всегда хочу вернуться домой. У меня есть такое, ну, даже не сейчас у меня всегда такое было, когда внутри России, да, условно, я где-то жил в других регионах, да, переезжал там и так далее. У меня всегда есть как бы вот эта связь. У бурят она всегда, ну, была такая связь, да, это уже наша, вот как бы, типа, знаешь, есть такой, типа, вот это наша земля, да, там туда-сюда, там, вот, там вот какая-то связь, там, вот это все на сакральном уровне, там, понимаешь, там предки там живут, мы же еще шаманисты, там, вот там наши предки, надо ходить, приходить постоянно на эту землю, да, там, брызгать, капать, шаманы проводить, обряды проводить, Мгм. понимаешь, вот это все. И все это на подсознательном уровне, всё у всех это у нас есть, именно, я говорю за Иркутск, я не знаю, как остальных. Но я хочу приехать, то есть, да, и обратно вернуться, но у меня нет такой возможности.
Что надо делать для того, чтобы вернуться, да? Я сейчас обращаюсь к тем, кто теоретически хочет вернуться домой, да? Надо больше работать, надо говорить, да, там, надо не так, что вы уехали и все, и забыли там, про своих, да, там, пусть они там сами как хотят, там все. Надо им объяснять, да, что вот что на самом деле пропаганда вам врет, да, там, в Европе, блин, никто не замерзает, да, никто там, блин, не разваливается, тут люди живут, блин, прекрасно, да, вы просто вы не знаете об этом, да, вы посмотрите, как живут условно, да, мы сейчас с тобой в рае сидим в Польше, ну как живут поляки, ты же видишь, да, ну, блин, это небо и земля, ты выйди вот во двор, да и посмотри, да, да, ты не можешь приехать, но есть интернет, да, там, зайдите в интернет, посмотрите, загуглите, там, я не знаю, там, почитайте истории, да, посмотрите «Орел и решку», да, там, какую-нибудь, там, не знаю. Э, И вот люди, которые планируют приехать, так, ну, такие, как я, например, да, хотят приехать, Вернуться им домой, ты надо имеешь в виду, да? да, им надо заниматься, им надо не забывать, им надо говорить с людьми, с теми, кто сидит, у кого нет такой возможности, да, выехать, там, какой-нибудь, не знаю, финансовой, может, нет возможности, да. А есть еще такие люди, кто, допустим, не уезжает, потому что они там зомби-патриоты, да. И надо вот с ними работать, говорить им, объяснять своим родственникам. Если у тебя родственники там зомбированные, да, говори им постоянно, да. Потом еще нужно учитывать такой момент, да, ну, ты выехал, допустим, сейчас ты молодой, ты приехал, тебе нравится все там, да, в этой стране, там классно, да, там, условно, в Казахстане, там все свобода, там, туда-сюда, но как, ты же не знаешь, что будет через, условно, там, через 30 лет, да, тебе будет 50 лет, ты захочешь вернуться, да, на свою, как бы, исходную землю, понимаешь, не надо тоже думать одним днем, да, что ты приехал и все, у меня сейчас здесь вот круто, я сейчас здесь останусь, где бы мы ни жили, мы все равно находимся не у себя дома, мы все равно чужие, да. То есть нам, по сравнению с теми же, допустим, я говорю вот про европейские страны, да, и про, допустим, условно там, нам тяжелее, допустим, стать своими в Европе, да, потому что мы даже лицом не такие, да. Русские могут приехать, забыть про свои корни, сказать, ну, я все, я теперь поляк, да. Я не могу так сказать, да. Я как был бурятом, я таки останусь бурятом, понимаешь. Казахстан, допустим, ну, в Казахстане можно, да, так, ну, тоже в Казахстане, видишь, у нас же еще, да, религии разные, да, там, они мусульмане, да, мы там язычники, кто-то там буддисты, да, там, туда-сюда, и тоже тяжело это все. И у нас еще есть такое, что нам надо вот свои корни знать всегда, откуда ты, кто ты, да, что ты из себя представляешь, там, не надо забывать, что ты там бред или там, саха, да, там, или калмык, условно, да. Нам труднее избавиться от своей вот этой идентичности, и поэтому где бы ты ни жил, сколько бы ты ни жил, 50 лет начнешь думать, да, я же, блин, бурят, или там я, допустим, саха, да, мне надо вернуться на свою землю. Конечно, ты там молодой был, там ты не задумывался об этом, а вдруг тебе 50 лет еще такие мысли приходили. А еще можно посоветовать Да, да. по поводу того, что остались в России, это они охраняют. Да, вот как я не буду говорить, э, ну, хотя можно сказать, там, блин, потом меня уже там это строго закрыто, да. Я слушаю просто у этих чеченских лидеров Закаева, да. И Закаев вот такой тоже говорит мысль умную, что те, кто остался, они охраняют нашу землю. А кто выехал, у вас есть возможность, вы должны бороться за нее. Да? А те, кто остался, они ее должны охранять. Да? То есть, если все уедут, ее же заберут, да, условно. Кто-то там должен ее охранять, оставаться, да. А если вы уже выехали, у вас есть возможность говорить, есть возможность бороться за нее, да, за свою землю, делайте. Да? Такое тоже. Да, то есть, как мне вот разговаривала я с Русланом Габасовым, он сказал, мы сейчас пока ушли в подполье, но мы ушли в подполье для того, чтобы сохранить своих людей. Не выходим на митинги, не протестуем активно, да, для того, чтобы, когда придет возможность, наши люди все сидели на местах, и нас ждали, и в нужный момент вышли все.
Вот, может быть, тоже такую, да, политику. Если кто не может выехать, я же говорила о чем, что кто-то должен остаться в республике для того, чтобы потом за нее бороться. Вот. Но, с другой стороны, те, кто хочет вернуться, они вернутся и будут за нее бороться, я думаю. Посмотрят, как живут в других Да, странах, приедут и захотят сделать то же самое. Вот я когда приехала, допустим, в Польшу, наверное, целый год я была в таком, знаешь, культурном шоке. На самом деле я находилась в культурном шоке. И я каждый день шла по улицам Варшавы и я возвращалась в Якутск и говорила, ну, блин, ну это же так просто. Это так просто сделать. Маленький городок на 300 тысяч человек, он небольшой совсем, да? Это же просто. Не надо много денег для того, чтобы его отстроить, да? Не надо много денег для того, чтобы дороги, вообще инфраструктуру выстроить в Якутии. У нас не густо заселенный район республика. У нас очень много свободных территорий, и якутяне да, живут только на юге, по краю. Вот, поэтому как бы и ходила, и каждый раз об этом думала. То есть да, нужно есть людям такое. тоже, да, тем, кто уезжает, думать о том, что принимать опыт и ехать, и строить, как бы, да, Да, да. со своим опытом возвращаться и делать жизнь в республике лучше. Выгонять всех этих, которые сейчас там сидят, Пропагандистов. да, и чиновников, которые, блин, это такая, блин, большая работа на самом деле. Ну, надо начинать. Надо же чего-то начать, правильно? Главное, Мы главное сейчас, начать. мы сейчас Да, а начали потом, документировать списки, делать списки, документировать преступления. да, надо, надо делать, ну, мне кажется, это надо делать все, и так, и сяк пробовать. Ну, чем больше мы будем делать, тем больше у нас будет возможностей. Даже те, кто, допустим, останется, да, в Европе жить, да, условно. Ну, скажет, я не хочу там Мгм. жить, приезжать на родину. Ну, у тебя же, блин, ну, сейчас границы, а вдруг сейчас это сделают из нее Северную Корею, да, ты не сможешь приехать к родственникам. А Да. родственники это у нас, блин, мы не всегда там, да, ну, стараемся как бы с родственниками там поддерживать связь, приезжать там на свою землю, то есть, ну, тоже надо об этом думать. Поэтому, если ты даже планируешь остаться где-нибудь условно в развитой стране, да, или в какой-нибудь там другой, надо не исключать такой вариант, что у тебя потом не будет возможности просто приехать, да, условно, там на лето. Или а это тоже очень плохо. Мгм. Да, Ты пожил вообще практически там во многих республиках. Насколько я знаю, и жил, и в да, да, Хакасии да. жил, да? До Якутии не доехал. Якутия будет свободной, давай, приезжай, будешь Да, нашим почетным жителем Якутии, вместе почетным поедем, гражданином. соберемся. Да, да, обязательно Это. встретимся там. Мы как раз хотели ехать, ну, зима же наступила, и мы как раз думали, сейчас вот зима, как бы мы все объездили, и только в Якутии не были. И мы приезжали же, там все снимали, как бы, ну, все было это интересно. Вот это. Потом, когда наступила зима, я думаю, ну, что ехать зимой, ну, в Якутию, потом поедем, когда лето будет, там на праздник будет. Ваши начали обижаться, там, писать, я помню, там, писать, а что вы, типа, в Якутию не приехали? Я говорю, ну, приедем еще успеем, это у нас, как бы, ну, война, это все, да, там, Перечеркнула, да, все планы. да, надеюсь, этим. А у меня много Да, очень друзей из Якутии, поэтому, обязательно. Обязательно. У нас очень красиво. У нас очень красиво. Я, кстати, всегда говорю, да, ресурсы вообще, да, жить за счет ресурсов – это как бы план на первое время, да, а потом у нас даже, допустим, на туризме мы сможем, наверное, половину бюджета зарабатывать. Только на одном туризме. да, Представляешь, я говорю, что весь мир поедет в Якутию, да, чтобы посмотреть, как это жить в экстремальных условиях и что вообще такое минус 50 зимой.
Да. Мало того, была такая практика. Я тебе точно скажу, что в Якутию вот приезжали, помнишь, что-то было одно время модно, там года 3-4 назад приезжать в Якутию, где вот этот полюс холода. Да, И там да. очень были очень такие туры были тоже интересные. Потом я точно знаю, что были такие туры, может и до сих пор есть, но сейчас, скорее всего, все это прикрылось, когда приезжали на Байкал туристы из Европы, и они брали палатку, выходили на лед, уходили прямо на лед, туда далеко-далеко пешком ставили там палатку на льду и жили условно там 2 недели. Без всего. Представляешь, жить на льду, у тебя нет цивилизации никакой. И для них это было, знаешь, пиком экстремального отдыха. Они не могут Мгм. такое испытать нигде в Европе, да? А там, ты представляешь, у тебя там мороз минус 30, ты на льду, там, какие-нибудь пурга, там, и ты там в палатке сидишь, это они потом как будто заново родились, ну, это такое было. И если это развить, да, представляешь, ну, Это вообще очень да, мощный экспириенс, да, для них? да, это очень-очень. И плюс еще можно же посмотреть этот опыт Грузии. Я тебе рассказывал, не рассказывал, как у них сейчас, у них очень много этих рейсов из арабских стран, арабы, Да, Саудовская ты говорил. Аравия, да, вот, Катар. Почему? Потому что, ну, я там когда в Грузии был, общался, они говорят, почему? Потому что ты представляешь, садится какой-нибудь шейх, да, там, арабский, в пустыне в самолет, приезжает там куда-нибудь в Кутаиси, да, в Грузию, выходит, а там природа, обалденная, представляешь, ему там голову сразу сносит, да, там Мгм. горы, там водопад, да, все это тропические там джунгли, там и все. И представляешь, у них там самое большое количество самолетов это из арабских стран сейчас в Грузию, потому что они туда приезжают, и у них от природы вот это, да, а у них-то там что, у них природы нет, у них пустыня там одна, понимаешь? А понимаешь, если они прилетят в Якутию, выйдут там, а там еще и мороз, там, понимаешь, минус. Они еще там, Я знаю, что да, да, я знаю, что у них горнолыжка крытая у них. У них крытая горнолыжка, я это видела в интернете, что они построили себе горнолыжный курорт крытый в пустыне. Представляешь, а если они это будут делать в таких естественных условиях? А, Какие-то есть у тебя советы для тех, кто остается в республике? Для тех людей, которые, несмотря на то, что страшно и опасно, все равно работают волонтерами. Ну, не только у нас в республике, а вообще в национальных республиках. Работают волонтерами, я знаю, и у нас среди наших, у нас в фонде есть волонтеры, которые живут в Якутии. К сожалению, ну, как бы, да, в таких опасных условиях не хотят никуда уезжать, но вот все равно работают. Есть какие-то вот советы, что им делать? Ну, наверное, мы, конечно, ну, подбадриваем всяко разно, да, но в плане, вот совет в плане безопасности, да, сейчас главная безопасность, да. надо очень, ну, хорошо как бы соблюдать безопасность, потому что сейчас есть такая информация, Стукачей что сейчас, много. да, и стукачей, но есть такая информация, что в национальные регионы сейчас засылают силовиков не местных специально. Ну, у нас был такой случай, я не буду говорить про республику, да, там заходили какие-то силовики и не давали говорить на родном языке людям и не подпускали никого из местных, да, то есть чтобы им могли перевести. И ясно понятно, что это силовики не местные, понимаешь, да, то есть Мгм. это заезжие, да, их, видимо, специально отправили, и это страшные люди, да, и что с ними сделать, и ты же ничего с ними не делаешь. Поэтому безопасность это самое главное. Потом в плане в моральном, ну, надо опираться сейчас вот на национальные движения, да, фиг с ним, пусть у тебя не совпадают какие-то там точки соприкосновения, да, там, но это нормальное явление, да. То есть ты можешь не соглашаться там с какими-то вопросами, да, там, но все равно надо примыкать, как бы, и
чтобы была какая-то опора моральная, на кого ты можешь положиться в моральном плане, Чтобы да, ты то не есть был это люди, одиноким. которые, да, это даже те, если там по каким-то вопросам не совпадают те мысли, ну, основное, ну, это то, что человек, как бы, да, он тебя всегда поддержит, да, и поэтому, ну, пусть люди, вот, советую людям, чтобы они в национальных регионах, они примыкали к национальным движениям. И, Даже если они не ведут себя активно, но они хотя бы могут наблюдать и видеть, и слышать голоса тех, кто с ними созвучен, да, они уже не будут чувствовать себя одинокими. Потому что очень многие же говорят, я один, меня никто не понимает. и я знаю это, как жить. Мы же 24 февраля, ну, началась вот эта агрессия, да? Мы были в Хакасии тогда. 24 числа я встал, и нам уже начали засылать вот эти все видео и фотографии вот с Украины, да, все с азиатскими солдатами там, с погибшими, с пленными, и все начали писать, вот это ваши там, туда-сюда. И мы начали это публиковать, там кипиш поднялся, ну и туда-сюда. А прикол в том, что там, ты понимаешь, начали же вот эти вешать все эти на автомобиле вот эти Z, да, там, Мгм. и и многие начали там, то есть, поддерживать эту спецоперацию, ну, ты как бы, и ты находишься в этом как бы обществе, да, в войну, да, вот эту агрессию. И это морально так тяжело, понимаешь, ты едешь на машине, ты смотришь эти буквы Z, да, на тебя вот, я не знаю, как у остальных, но мне просто было, я думаю, я сейчас остановлюсь, да, и пойду этому чуваку там накручу на него, скажу, давай, отдирай, да, там, что херню страдает. Это очень тяжело. И я очень понимаю вот этих людей, которые сейчас не согласны, да, и против как бы, вот этой всей этой вакханалии, и как им, через что им приходится проходить в моральном плане. Понимаешь, ты каждый день идешь, приходишь на работу, тебя там окружают, да, чуваки, которые там говорят, о, там, за Россию, там, туда-сюда, и ты сидишь просто морально, тебе охота просто выпрыгнуть там в окно, блин, чтобы не видеть это всего. Но как с этим бороться, да, надо нам найти своих себе людей, на которых ты можешь положиться. А это кто? Это вот, сейчас, да, слава богу, образовались национальные движения, да, и где ты можешь пойти туда и найти своих как бы вот, сторонников, да, там. Есть еще такие люди, которые, возможно, поддерживали, да, спецоперацию, ну, сейчас в процессе войну, да, поддерживали, как бы. Сперва они поддерживали, да, как бы, а сейчас у них начинает меняться вот это, да, и они думают, ну, что делать, да, там. Такие тоже есть, надо тоже на них обращать внимание, да, таких тоже очень много. То есть люди, которые, это, как сказать, это плоды вот нашей, вашей всех работы, да, вы же работаете для того, чтобы у них слетела эта маска, понимаешь? Да, Потом слетела да. у него маска, да, и он говорит, да я все понял, да. А он идет в движение, ему говорят, да ты там поддерживал эту войну, да, иди нафиг отсюда вообще, там, понимаешь? И что ему делать, да? Вы над ним работали, говорили, давай там, блин, промой свои мозги, да, там. И он тут в итоге промыл мозги, пришел, да, там, какое-то движение, ему говорят, да ты там был за путинцем, да. Нет, таких тоже надо как бы, не надо чересчур, ну, тоже. Без присады, как поляки говорят. Без присады, не перебарщивать. Да, да, да. Каждый человек имеет право на изменения. Каждый человек имеет право на ошибку. И если человек меняется, осознает свою ошибку, мы не должны их отталкивать и говорить им, что вот ты был за войну, иди в тюрьму. Ну, грубо говоря, да? Посмеюсь. Нет, да, я с тобой согласна. Я с тобой в этом плане абсолютно согласна. Василий, наверное, мы с тобой закончим, да? Давай, а? Мы с тобой уже говорим где-то час, наверное, да? Ну, все так, да. Спасибо тебе большое за то, что ты согласился поговорить. Да, и обязательно приглашу тебя еще раз. Вот.
приглашу тебя еще раз. Я надеюсь, что ты меня тоже пригласишь, и будем вместе в таком тандеме, как коллаборации работать. Вот. Фонд «Азиаты России», Василий Матенов. Давай, Рай, пока.